Ну а в инновационном развитии участие принимают и дети. В Якутске проходит региональный этап всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». 84 учащихся старших классов из разных районов республики, прошедшие отбор на муниципальном этапе, в течение недели воплощают свои самые смелые идеи, предлагая недетские решения для взрослых задач. На какой фазе сейчас находятся их проекты, выясняла Анастасия Данилова. Миссия конкурса – развитие молодежи интереса к науке и решению технологических задач. Всего на региональном этапе 9 разных направлений. Беспилотный транспорт – одно из самых интересных. Здесь собрались старшеклассники из Якутска, Нерюнгри, а также Татинского, Хангаласского, Нюрбинского районов. Вот ребята разрабатывают половину презентацию, вторая половина разрабатывает, грубо говоря, машинный интеллект, который будет определять человека на водной акватории, то есть для поиска его. Например, начал тонуть. Как спроектировать частный дом в условиях вечной мерзлоты? На этот вопрос ищут ответы и реализуют свой проект участники другого направления – «Умный город и безопасность». Ребята занимаются выбором фундамента, его обоснованием, как он пойдет у нас на вечной мерзлоте. Вот, выбирают определенную местность и также работают над программным обеспечением умного дома, так как умный дом подразумевает в себя в первую очередь это автоматизация. Вот, и программисты у нас решают эту задачу. Конкурсанты изучают литературу про элементы и принципы умного дома, выявляют существующие проблемы внедрения проекта, а результатом станет собственный макет с применением новейших технологий. Смогли уже полностью продумать автоматизацию нашего умного дома и смогли почти написать приложение, которое позволяет как раз-таки управлять этим домом. Получается, автоматизация дома будет воспроизводиться с помощью специальных механизмов, которые помогут человеку сильно никаких усилий не прилагать и обеспечить ему удобство. Победители регионального этапа будут приглашены на научно-технологическую программу «Большие вызовы» в образовательный центр «Сириус» в городе Сочи. Как правило, финал проходит в июле для 400 победителей конкурса со всей страны. Анастасия Данилова, Владимир Павлов, Якутск.